Красавица Хадича. Предисловие переводчика. Захир Бигиев. Татарский Конандоль. Цитата. «Спи безмятежно, могиле, ты для друзей не погас, неоценимый при жизни, ныне ты дорог для нас». Габдулла Тукай о Захире Бигиеве. Захир Бигиев – удивительный писатель. Его смело можно назвать родоначальником татарской светской литературы. Причем литературы детективной. Первый его роман «Алюф» или «Красавица Хадича» о сыщике Шубине был напечатан в Казани в 1887 году, за год до издания легендарного Шерлока Холмса Конан Дойля. И вот что еще поражает. Автору в ту пору было всего 17 лет. Впрочем, точная дата его рождения неизвестна. Она восстановлена по косвенным свидетельствам самого Захира Бигиева и его младшего брата 1873 года рождения Мусы Бигиева, известного татарского философа-богослова. Но если и есть какая ошибка, то небольшая, год туда, год сюда. В любом случае, свой первый и единственный детективный роман Захир написал довольно в юном возрасте, 16-18 лет от роду. Нет, Бигиев и позже писал книги, среди изданных, например, «Зур-Ганахлар», «Большие грехи», и путевые очерки о Туркестане, «Маваранахарда Саяхат», «Путешествие по Междуречью». Многие рукописи не изданы и утеряны, но детективами Захир Хазрат больше не занимался. До самой смерти он нес службу в Ростовской мечети. Видимо, затаилась в душе обида. Или под гнетом казанских критиков Бигиев пересмотрел свое творческое кредо. Да, казанская читающая публика не приняла книжку юного автора о несчастной красавице Зулейхе, павшей от трагического стечения обстоятельств. Более того, автора зло и жестоко высмеяли, по сути, подвергли остракизму. И не за неумение писать, а за саму тему сочинения и форму ее подачи. Это был чисто светский детективный роман с легким мусульманским налетом. Как это было непривычно! До этого из татар никогда и никто так не писал. Видимо, сказалось воспитание и окружающая среда. Захир Бигиев родился и вырос в Ростове, в семье муллы, но с детства был знаком с русской и мировой литературой. Как сообщала газета «Казанский телеграф», Мухаммед Захир Бигиев, молодой человек, получивший образование в высшей духовной школе, русским языком владеет так же хорошо, как настоящий русский, образованный, умеющий вести полемические дискуссии. Помимо русского, Захир знал еще и французский. А в Казань приехал для того, чтобы получить богословское образование. Он его и получил при Озерном медресе, где за 5 лет к татарскому, французскому и русскому добавил еще знания арабского, персидского и турецкого языков. Захир Бигиев был академически образованным человеком. Но, к сожалению, Бигиев рано умер. Он успел дожить лишь до 30. Смерть его, как в самом запутанном детективе, окутана мраком тайны. Какие только версии не выдвигались. Наиболее правдоподобной выглядит та, которая утверждает, что он пал от рук черносотенцев. Захир Хазрат Бигиев не просто вел мусульманскую службу в одной из ростовских мечетей, но и вел ожесточенные споры на религиозные темы, в том числе и с православными миссионерами. Вот что он писал в одном из своих писем. «Неверные
тонули в море заблуждений, в море безверия, беспечности и невежества. Но то несомненно, что самая истинная вера есть вера ислам. Как говорится в Коране, подлинная вера перед Богом есть ислам. Ниже приводится наш собственный перевод отрывка из романа Захира Бегиева «Алюф или красавица Хадича». Перевод на русский язык произведен по книге Зурганахлар «Казан, Татарстан, Китаб Нашрияты» 1991 года издания. В этом издании дается два варианта текста. На языке оригинала, на этом литературном тюрки, писали тогда все тюркские писатели Российской империи. Это первый вариант. А второй вариант перевода старотатарского на современный татарский, он адаптирован к современному татарскому языку, и его выполнил Раис Даутов. Мы пользовались текстом Раиса Даутова. При этом старались максимально сохранить оригинальную стилистику автора, хотя признаемся, что давалось это с большим трудом. В процессе работы над переводом еще острее почувствовалось, каким юным, еще не окрепшим пером был написан роман «Алюф или красавица Хадича». В нашем переводе, возможно, вы натолкнетесь на какие-то огрехи, стилистические ошибки и прочие ляпы. Где-то это, вероятно, связано с неопытностью самого автора, то есть Захира Бегиева, а где-то, может быть, и с неточностью переводчика. Просим не судить строго ни того, ни другого.